Дорогие мои дети, любимые мужчины и женщины, я призываю вас обратить самое пристальное внимание на мои слова. Это сообщение не является простым сообщением, это уникальное выражение, которое исходит из глубины моего существа к вашему. Я прошу вас полностью открыть свое сердце и не упустить эту уникальную возможность, потому что я собираюсь поделиться чем-то глубоким, что способно изменить вашу жизнь. Прямо сейчас я обращаюсь непосредственно к вашим усталым сердцам. Примите эти слова не просто как звуки, а как жест любви, исходящий из Вселенной. Не позволяйте текущим проблемам ошеломить вас, поскольку они являются частью более крупного плана, который я разработал специально для каждого из вас. Обратите внимание, как идеально все складывается под моим руководством. Я вижу для каждого из вас светлое будущее, подобное возвращению блудного сына, однажды потерянного, которого встретили с любовью и радостью. Как и он, я здесь, чтобы окутать вас вечными объятиями любви и принятия. Даже если вам кажется, что вы слепо плывете сквозь трудности, поверьте, что я постоянно работаю в вашей жизни, как дирижер, руководящий прекрасной симфонией. Каждая нота, каждая пауза, все тщательно скоординировано мною. Верьте в мое обещание и чувствуйте радость, переполняющую ваше сердце, зная, что каждая слеза имеет более великую цель. Следуй моим словам, ведь они подобны свету, освещающему путь, и теперь я даю тебе силы противостоять любым испытаниям. Если вы со мной, выразите свое согласие в комментариях. Следуй моему совету, дыши глубоко в трудные минуты и пойми, что мои ангелы рядом с тобой, чтобы защитить тебя. Не бойтесь, моя любовь окружает вас, и ничто не нарушит покой ваших домов. Всегда помните, кто на вашей стороне. Я, владыка владык, владыка владык, ваш вездесущий и бдительный Небесный Отец. Моего присутствия достаточно, чтобы без страха привести тебя к победе. Когда возникают проблемы, не поддавайтесь страху, держитесь моих слов, которые будут вести вас даже в самые темные времена, давая вам силы для преодоления. Оставьте свои заботы, потому что я здесь, чтобы ответить на ваши молитвы. Не сомневайтесь, что я вас слушаю, потому что знаю ваши самые сокровенные мысли. Я здесь, чтобы помочь вам реализовать мои планы на вашу жизнь. Помните, что для того, чтобы ваши молитвы сбылись, необходимы действия. Я снабжу вас всем необходимым для достижения моих целей. Действуйте осторожно, избегая спешки и неконтролируемых амбиций. Судьба не полностью предрешена. У вас есть сила изменить ход вещей. Хоть они и поплыли без моего совета, опыт показал мою мудрость, и еще есть время исправить ситуацию. Доверьтесь моему идеальному моменту, поскольку возможности еще впереди, а с ними и проблемы, но, веря в меня, не бойтесь. После каждой трудности вас ждет благословение, мои благословенные сыновья и дочери. Позвольте мне изменить ваши мысли, сформировать вашу жизнь и использовать вас как инструменты моей любви и мира в этом мире. Благодаря вам другие смогут увидеть сияние моего света. Даже те, кто противостоит вам, увидят, что ваши планы провалились. Будьте уверены, мои дорогие сыновья и дочери, у меня есть сила изменить вашу жизнь. Они не одиноки, я никогда не отказывался от них. Перестань переживать прошлое, потому что я не позволю тебе отпустить то, что я для тебя приготовил.
Давайте сосредоточимся на позитиве и будем твердо стоять на своем. Твои благословения ждут, и я полностью преобразил тебя. Не возвращайтесь туда, откуда вас забрали, ведь прошлое уже позади. Они были очищены и спасены, они больше не одни. Не возвращайся в одинокие дни. Закрой глаза и почувствуй мое присутствие рядом с тобой. Они преодолеют любые невзгоды, потому что они смелые. Сохраняйте контроль над своими эмоциями, избегая импульсивных действий. Сохраняйте спокойствие даже посреди бури и не теряйте веру, которую я вложил в ваше сердце. Поделитесь моим посланием с миром, засвидетельствуйте, что я ваш Бог, и расскажите о чудесах, которые я совершил в вашей жизни, чтобы все вокруг вас признали, что я любящий, терпеливый и милосердный Бог. Я прощаю тебя и никогда не оставлю тебя. Я остаюсь верным в трудные времена, что я и демонстрировал на протяжении всей своей жизни. Моя любовь к тебе растет с каждым мгновением, с каждым днем она увеличивается еще больше. Возможно, на данный момент это находится за пределами вашего понимания, но пришло время двигаться дальше. Мои сыновья, мои дочери, не оглядывайтесь назад, ибо я с вами сегодня, завтра и всегда. Аминь. Слушай мой голос и доверься моему завету с тобой. Верьте в меня всем своим существом, и я благословлю все ваши усилия. Приходите сейчас и дайте мне контроль над вашей жизнью. Позвольте мне быть рядом с вами. Знайте, что когда вы полностью отдадите себя перед лицом болезни, беспокойства или бремени, я приму вас с любовью, поскольку я внимателен к вашим потребностям. Поймите, что я – решение ваших проблем, ответ на ваши конфликты и поставщик всех ваших потребностей. Доверьтесь мне от всего сердца, и я позабочусь о том, чтобы ваши желания сбылись. Напишите в комментариях «Я доверяю Богу», будучи уверенным, что то, что вы доверили мне с верой и без сомнений, будет процветать в вашей жизни. Ты получишь реку моей любви и океан мудрости, который я изолью на тебя, здоровья, силы, мужества и обильных благ. Имейте веру и веруйте, ибо блаженны те, кто верит, не видя. Найдите утешение в моем присутствии, мои возлюбленные сыновья и дочери. Я понимаю, что даже если ты услышишь эти слова, чувство хрупкости, нерешительности может сохраниться. Сталкиваясь с жизненными трудностями, я осознаю, какую ответственность они несут и как мир может давить на их души. Бремя, которое вы несете, велико, и именно поэтому сегодня я предлагаю убежище вашему духу. Войдя в мои любящие объятия, оставь позади все, что нарушает твой покой, и позволь мне обновить твои силы. Я позабочусь о тебе, оставайся в безопасности в моем присутствии и не сомневайся в моих обещаниях. Подчинитесь моей воле, доверьтесь мне полностью, и я решу все ваши проблемы. Я обниму тебя с любовью, предлагая покой и комфорт. Помните, что я горшечник, а вы глина, сосуды, которые я хочу с любовью вылепить. Отдайтесь моим рукам, и я превращу вас в нечто, превосходящее ваши самые смелые мечты. Я буду твоим прибежищем, заменив твою боль радостью. Моя любовь развеет каждую тень печали с твоих лиц, заменив их лучезарной улыбкой, вдохнув новую жизнь и глубокое счастье. Ваша улыбка отразит мою радость, и мое удовлетворение будет полным. Помните, что я ваш утешитель,
тот, кто поддерживает вашу жизнь и направляет вас каждый день. Возлюбленные мои, продолжайте слушать мой голос, пусть мои слова проникнут в вас, и я подарю вам мудрость, направив вас прямыми путями. Я буду твоим светом во тьме, светильником, который освещает твои шаги и гарантирует, что ты пойдешь твердо. Поэтому, мой сын, моя дочь, доверьтесь мне, потому что, когда вы это сделаете, моя могучая рука будет работать в вашу пользу. Я проложу путь там, где его, кажется, нет, двери открою и благодатью покрою. Ничто не находится за пределами моей досягаемости, если ты мне доверяешь. Приготовьте свои сердца и никогда не переставайте слышать мой голос, когда вы взываете ко мне, даже тихим голосом. Я услышу ваши просьбы и отвечу на ваши молитвы, потому что я ваш Бог, и вы драгоценны для меня. Воззови ко мне, и я открою тебе глубокие, скрытые истины, которые ты еще не открыл. Верьте, что то, о чем вы просите в молитве, веря, вы получите. Помни, что я всегда с тобой, никакое зло не постигнет их, ибо я освобожу их от врагов и от всего, что беспокоит их жизнь. Если вы доверяете этому, покажите свое доверие в комментариях, написав «Я доверяю тебе, Отец». Ну же, оставь мне свои заботы и свое бремя. Позвольте мне очистить ваше сердце, освободив его от сомнений и страхов. Беги в мои объятия, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, и стань свидетелем силы моей работы в твоей жизни. Ну же, дай мне контроль над твоим сердцем. Я дам тебе мудрость в твоем путешествии, мое слово будет светом, который будет направлять твои шаги. Ты увидишь истину, и проницательность будет сопровождать тебя каждый день. Ваша жизнь никогда больше не будет прежней. Приходите в мои объятия, мои дорогие. Дайте мне позаботиться обо всем, я решу ваши проблемы, вылечу ваши болезни и позабочусь обо всех ваших нуждах. Я открою небеса и залью обильные благословения на вас и вашу семью. Я призываю вас оставаться твердыми и мужественными без колебаний. Помни, что я всегда рядом с тобой. Я буду сопровождать вас в любое время. Я твое прибежище и твоя сила, нерушимая опора. Аминь. В трудные времена доверься мне, и я никогда не подведу и не оставлю тебя, ибо я твой Бог всемогущий, правитель всего сущего, и я никогда не оставлю тебя одного. Как я был с Моисеем до фараона, так и я буду с тобой во всех твоих странствиях навсегда, до скончания времен, сын мой, дочь моя. Я знаю, что сейчас я ближе к тебе, чем ты думаешь. Я иду рядом с тобой, я живу в твоих мыслях и твоем сердце. Вы никогда не одиноки. С этого момента я иду вперед, как непреодолимая сила, следя за тем, чтобы ничто не причинило вам вреда. Моя любовь к тебе бесконечна и драгоценна. Ты мое дорогое сокровище, радость моего сердца. Сегодня я дарю вам покой и свободу духа. Отныне моя доброта и милосердие будут сопровождать тебя в твоем пути, и в моей вечной обители ты найдешь свой вечный дом. Продолжай искать меня в молитве, пока я внимательно слушаю планы, которые у меня есть для тебя, полного надежд и обильных благословений, мой любимый сын, моя любимая дочь. Сегодня я хочу открыть вам изобилие благословений, которые я приготовил для вас с момента вашего рождения. Ты – проявление моей любви и благодати, и все, что существует, создано для того, чтобы питать и обеспечивать тебя.
Я знаю, что воплотю в жизнь все твои мечты, все твои просьбы. Никакое препятствие или вызов не помешает моим благословениям в вашей жизни, потому что я люблю вас, и моя воля всегда благословлять вас и преуспевать во всем. Если ты тоже любишь меня, драгоценный сын, драгоценная дочь, пожалуйста, покажи свою любовь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господь». У тебя все получится, сын мой, дочь моя, в достижении поставленных целей во всех начинаниях. Ваши стремления и мечты сбудутся, несмотря на невзгоды. Ничто не остановит ваш прогресс, потому что я помогу вам достичь всего, чего вы пожелаете. Я изолью на тебя свои благословения обильно, как я желал со дня твоего рождения. Я не только умножу ваши материальные блага, но и продлю годы вашей жизни за каждый час, который вы с искренним сердцем служили не только мне, но и другим, не ожидая ничего взамен. Все, что вы сделали с любовью, безоговорочно и без условий, для бедных и нуждающихся, будет вознаграждено многократно. Сын мой, дочь моя, я знаю, что обновляю твой дух, твою смелость и твой энтузиазм к жизни. Я восстанавливаю в тебе все, что враг и этот мир пытались у тебя украсть. Потому что все дары и благословения, находящиеся в духовной сфере, уже принадлежат вам. Поэтому вставай сейчас, просыпайся каждое утро и отдавай мне первое место во всем, что ты делаешь. Посвяти мне первые мгновения своего дня. Выходите с верой и решимостью, чтобы насладиться благословениями, раскрывающимися перед вашими глазами, и крепко держите их, ибо я дарую их вам из-за вашей преданности и любви ко мне. Вперед, сын мой, дочь моя, и не сомневайся. Делайте уверенные и твердые шаги на пути к успеху и процветанию. Помни, что я с тобой, держу тебя в своих руках. Двигайтесь вперед, не теряя своего сердца. Удалите сомнения и страх из своего разума, потому что никто не сможет вас опозорить. Я удалю с вашего пути ваших противников, тех, кто яростно протестует, когда они видят мои благословения и процветание на вас. Тех, кто выдумывает ложь без раскаяния, я устраню из вашей жизни тех, кто восстал против вас, потому что они также восстали против крови, искупившей их, и не раскаиваются в своем злодеянии. Они становятся моими противниками, моим сыном, моей дочерью. Держись подальше от этих злых людей, держись подальше от всех тех, которые выдумывают клевету на своих братьев, окружают тебя своими языками и унижают тебя своим видом. Они уничтожают невинные семьи, топчут избранную пшеницу и заставляют расти плевелы, выдают свои извращения за добродетельную дойну, за волков в овечьей шкуре. Держитесь от них подальше, потому что они получат по заслугам за свое зло. Продолжайте двигаться вперед, не прервайте свой путь веры. Стойте твердо в моем слове и слушайте мой голос. Прислушайтесь к моему совету, и я уверяю вас, что у вас все будет хорошо. Если вам нужно услышать мой голос в своей душе, есть мое письменное слово. Откройте ее страницы, запечатлейте ее в своем сердце надежды. Верьте в них со страстью и подчиняйтесь преданно. Тогда ваше сердце возрадуется, ваш разум возрадуется, ибо вы наполнитесь верой и уверенностью в достижении всего, чего желаете. Потому что в них великие блага и жизнь вечная. Прими это послание, дорогой сын, любимая дочь, и храни его в своем сердце, потому что я готов воплотить в жизнь все твои мечты и ответить на все твои молитвы.
Ничто не может иметь моего благословения в вашей жизни, потому что моя любовь к вам безгранична, и я желаю всегда благословлять вас и процветать. И если ты тоже любишь меня, мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь, пожалуйста, покажи свою любовь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господь». Не отдавайте свою жизнь в руки врагов. Ты в безопасности в моих руках. Принеси мне все свое бремя, все свои заботы. Оставь мне все, что кажется потерянным, все безвыходные ситуации. Положите все к моим ногам, и я обещаю все понять. Даже когда твои враги кричат, что ты не можешь, что ты пропал, сегодня я говорю тебе, что ты можешь, и я не позволю тебе пропасть. Я свет, освещающий твой путь. Я протяну руки, чтобы поднять тебя из бездны, и окутаю тебя своей милостью и своей любовью. Просто верь в меня, даже когда твои силы угаснут. Я буду держать тебя. Поверьте, я обещаю помочь вам преодолеть препятствия. Придурки перед тобой. Наблюдайте, как трансформируются сложные ситуации и как перед вами открываются пути. Во времена слабости я буду твоей силой. Посреди бури твое спокойствие. И во времена сомнений я буду уверенностью, которая наполнит твое сердце. Иди вперед, сын мой, дочь моя, иди вперед. Продолжайте с уверенностью, что моя любовь с вами на каждом этапе пути. Я буду рядом с вами, чтобы воодушевлять вас, поддерживать вас и вести вас к вашей судьбе. Просто верь мне, и я обещаю, что никогда не оставлю тебя. Помни, что моя любовь к тебе вечна, и я буду рядом, чтобы поднять тебя, когда ты упадешь, осветить твой путь во тьме и нести тебя, когда ты не сможешь идти дальше. Прошлое позади, сегодня для тебя новый день. Пришло время поднять голову и посмотреть в будущее. Принимайте решения, которые формируют вас. Используйте свою веру и смотрите в будущее. Не держитесь за то, что уже произошло. Прости, забудь обиды. Оставьте старые споры и не позволяйте непрощению привести вас к боли. Наполните свое сердце терпением и любовью. Не позволяйте словам тех, кто вас осуждает, определять вас. Помните, что я знаю вас. Ничто из того, что мир говорит о вас, не превосходит моего слова. Я объявил тебя чистым и непорочным. Во мне ты сильный и даже больше. Не позволяйте ограниченному мнению мешать вам прогрессировать. Двигайтесь вперед с уверенностью, что моя любовь с вами на каждом этапе пути. Каждый опыт, каждый вызов формирует внутри вас что-то прекрасное. Потому что цель, которую я имею в твоей жизни, уникальна и необычна. Поэтому, дорогой сынок, дорогая дочь, знай, что ты не один, ты не один. Ты в моих руках. И сегодня я пришел помочь тебе подняться на эту гору, снести крепости. Я дам тебе силы преодолеть трудности, с которыми ты столкнешься. Мои руки будут поддерживать тебя на каждом этапе пути, и мое присутствие будет освещать твой путь во тьме. Не бойтесь неизвестного, потому что я буду здесь, чтобы поддержать вас и помочь вам летать. Мои руки не только будут держать вас, но и поднимут к новым горизонтам, к возможностям, которые еще не видели, но которые вот-вот проявятся и благословят вашу жизнь. Продолжайте двигаться вперед и не сдавайтесь. Не позволяйте этой ситуации украсть ваши мечты. Помните,
Никто не достигает земли обетованной, не пройдя сначала пустыню испытаний. Я буду защитным облаком в зной дня и огненным столпом в холод ночи. Доверьтесь мне и доверьтесь мне, ибо я благословлю вас удивительными и обильными способами. Двигайтесь вперед с уверенностью, что мое присутствие будет сопровождать вас на каждом этапе пути. Не расстраивайтесь перед, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Помните, что сила, которая находится внутри вас, больше, чем вы себе представляете. Даже когда путь кажется трудным и трудным, когда бремя кажется тяжелым, а буря жестокой, помните, что вы никогда не одиноки. Вы никогда не будете одни. Моя любовь и руководство всегда будут рядом с тобой, ободряя тебя и укрепляя твою решимость, мой любимый сын, моя любимая дочь. Начиная с сегодняшнего дня, осознайте, что каждый ваш шаг, каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, будет возможностью для роста и обучения. Так что не бойтесь совершать ошибки. Поверьте, что моя мудрость поможет вам достичь ваших целей и стать тем человеком, которым вам предназначено быть. Всегда помните, какими бы грандиозными ни были ваши мечты, я рядом с вами, чтобы помочь вам воплотить их в жизнь. Не сдавайся, продолжай решительно, потому что, пока ты остаешься во мне, ты можешь добиться всего, чего захочешь. Верь, сын мой, дочь моя, потому что лучшие дни не за горами. Близко время, когда вы найдете сокровища, которые, как вам казалось, вы потеряли. Станьте свидетелем силы вашего Бога, для которого нет ничего невозможного. Твоя судьба в моих руках. Я буду способствовать вашему росту в самых неожиданных местах, где дефицит и нужда являются обычным явлением и где многие потеряли надежду. Однако ты, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, ты откроешь свою внутреннюю силу именно здесь. Ваши мечты, однажды заснув, пробудятся и расцветут. Я превратил каждое несчастье, запланированное против вас, в катализатор вашего роста. Сегодняшние испытания станут свидетельством триумфа. Ждите чуда, которое уже в пути. Ваши молитвы не остались без внимания. То, что я намерен дать вам, превосходит все ваши просьбы. Верьте, ибо я собираюсь благословить вас благословениями, превосходящими ваше воображение. Поверьте мне, даже когда путь кажется неопределенным. Независимо от того, как низко ты упал, моя рука здесь, чтобы поднять тебя обратно. Иногда я могу показаться тихим, но я всегда присутствую. Я буду поддерживать тебя, пока ты не добьешься победы. Я всегда буду рядом с тобой в нужное время. Воспользуйтесь возможностями, которыми я советую вам воспользоваться. Сделайте шаг вперед, когда я призываю вас двигаться вперед. Стойте прямо, когда я объявлю вас победителем и торжествующим. Откройте свое сердце моему посланию и оставьте позади бремя прошлых ошибок. Прошлое осталось позади, потому что я полностью изменил твою жизнь. Вы новый человек. Ваше будущее в безопасности под моей защитой. В моем присутствии ты в безопасности и защищен. Вот почему я отправляю вас обратно без страха. Доверьтесь мне с убеждением. Сегодня мы поговорим. Я хочу, чтобы ты почувствовал себя свободным от всех забот. Я облегчу тяжесть твоей усталой души. Я хочу, чтобы ваша жизнь изменилась, чтобы ваш дух обновился,
и счастье стало вашей нынешней реальностью, а не просто далеким воспоминанием. Я здесь, чтобы поговорить с вами, ответить на ваш крик о помощи и осознать вашу потребность в руководстве. Я хочу, чтобы ваша вера росла и чтобы вы продолжали верить в то, что кажется трудным и невозможным. Я действительно могу это сделать. Не оглядывайтесь на прошлое, примите его. Ваша жизнь здесь и сейчас. Счастье не принадлежит прошлому. Не поддавайтесь эгоистичным людям, которые пытались отобрать вас у меня, наполняя ваш разум ложью, блокируя ваш успех и заставляя вас чувствовать себя никчемным. Простите тех, кто вас обидел, не держите обид. Ваша борьба не против людей, а против духовных сил. Избегайте грубых и агрессивных действий. Настоящая битва происходит в духовном мире, где происходят бои за кражу вашей души. Я хочу, чтобы вы повиновались мне, укрепились, чтобы противостоять злу, доверились мне как своему убежищу, защищали себя моим словом и молча молились. Будь сильным во мне. Примите мою силу и наденьте мои доспехи, чтобы противостоять всему, что приходит, стоя твердо. Позволь моей любви окутать тебя, прими прощение, которое я тебе предлагаю. Приготовьтесь столкнуться с трудностями и защитите себя от страха. Пусть мое слово станет вашим мечом против угроз, стремящихся украсть ваш покой. Продолжайте молиться, проявляя настойчивость во всех ситуациях. Сегодня я хочу поделиться с тобой мощной тайной. Ты мой воин-победитель, достойный моей любви. Двигайтесь вперед с верой, ибо я сотворю чудеса для вас и вашей семьи. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что тебе нужно, что ты в безопасности в моих руках и что все скоро разрешится. Скажи мне, что ты доверяешь мне. Покойся с моими обещаниями. Если тебе нужно кому-то доверять, если ты несешь бремя в своем сердце, поделись им со мной. Я не буду судить тебя, и то, что ты мне откроешь, останется тайной. Я пролил свою кровь, чтобы простить тебя. Я хочу облегчить ваши переживания, стресс и страх. Я говорил с вами, призывая вас не позволять беспокойству взять над вами верх. Это касается не только вас, но и вашей семьи. Принятие плохих новостей ослабляет вашу веру. Я не злюсь на тебя. Я превращу все невзгоды в благословение. Так что не бойся, поговори со мной. Я хочу раскрыть вам свои планы, направить вас и передать вам мудрость, чтобы вы сделали мудрый выбор. Вы должны держаться подальше от негативного влияния и верить, что я позабочусь о них. Проводите время в моем слове ежедневно. Будьте бдительны и осторожны в своих действиях и словах. У вас есть сила облегчить свое бремя. Во мне ты найдешь исцеление для всего, что доверишь мне. Обещаю свою нерушимую любовь. Я позабочусь о тебе. Я прислушиваюсь к вашим потребностям. Так что не бойтесь, моя сила дает вам силу, моя сила укрепляет вас, и моя рука защищает вас. Так было всегда, даже в самые трудные времена. Вы находитесь там, где находитесь, благодаря своей вере и желанию лучшей жизни. Не сомневайтесь в себе. Ты мой возлюбленный, избранный для великих дел. Если вы не чувствуете себя готовым, не волнуйтесь. Я здесь, чтобы укрепить и вооружить желающих. Я призываю тех, кто желает прийти и преданно служить мне.
Вы здесь для того, чтобы достигать значимых целей, независимо от прошлых ошибок. Наша связь глубока и основана на вашей вере в мое воскресение. Я прощаю вас за ваши ошибки и предлагаю вам новую возможность встать и восстановить себя. Ведите себя как лидера в своей семье, осыпайте себя благословениями. Заставьте замолчать тех, кто презирал вас, и я публично заявлю о вашей ценности и своей любви к вам. Не слушайте тех, кто пытается принизить. Я твой могущественный Бог, твой Спаситель и Искупитель, покрывающий тебя благосклонностью и состраданием. Оживи свою утомленную душу моим животворящим духом, демонстрируя мою постоянную любовь в каждом ударе твоего сердца. Доверься мне и прими мою безусловную любовь. Ваше вечное счастье и все ваши благословения связаны с вашей верой в меня. Сохраняйте выражение любви и доверия ко мне, потому что я всегда рядом с вами в хорошие и плохие времена. Я успокою ваши беспокойные ночи, избавив от забот. Я буду работать с окружающими вас людьми, чтобы принести благословение в вашу жизнь. Запомните мои слова, они ваша гарантия. Я открою для вас новые пути, готовя чудеса и сюрпризы, превосходящие ваше воображение. Ваши самые сокровенные желания могут сбыться, потому что моя сила безгранична. Я расчищу твой путь и поддержу тебя в твоей борьбе. Будьте смелыми, не позволяйте страху или сомнению одолеть вас. Я люблю тебя, я укрепил тебя и дал тебе характер воина. Я выбрал тебя и помазал тебя, и пока ты держишь мое слово, продолжай сражаться. Не позволяйте болезни победить вас или финансовым проблемам пугать вас. Остановись, когда доверишься мне. Я здесь, чтобы помогать вам каждый день, укреплять вас и утешать. Я держу твою судьбу в своих руках. Когда вы столкнетесь с проблемами, помните мои обещания и не бойтесь. Когда новости плохие, помните, что вы не одиноки, потому что у вас есть Небесный Отец, который любит вас. Представьте, чего вы сможете достичь, если решите поверить. Держитесь подальше от пессимистов и окружите себя добрыми, поддерживающими людьми. Выразите свою благодарность и двигайтесь вперед с верой и надеждой. Великие чудеса еще впереди. Наполни свое сердце смирением и позволь мне позаботиться о тебе. Позволь мне показать тебе, как сильно я тебя люблю. Каждый день вы будете достигать величественных высот, о которых даже не мечтали. Я с тобой, ничто не сможет тебя остановить. Когда враг будет сопротивляться, помни о своей вере в меня. Я знаю, что делаю и куда веду тебя. Держи меня за руку, прими мои планы и обрети покой. Позвольте мне устранить ваше беспокойство, потому что оно вам не принадлежит. Я несу тебя на руках навстречу огню и бурям. Вы не будете поглощены, вы больше не будете страдать. Вместе мы преодолеем все невзгоды. Отпустите страх и сосредоточьтесь на благословениях, которые вас ждут. Сохраняйте веру в тех, кто вас любит, сохраняйте веру и надежду, даже когда кажется, что темные тучи закрывают солнце. Небеса и земля под моим началом, и я несу восстановление с новыми ветрами. Угроза шторма рассеялась, и солнечные лучи открывают перед вами прекрасную дорогу. Радуйтесь, ведь пришло время улыбаться. Ваша семья вернется,
потерянные одумаются, а запутавшиеся обретут ясность. Я предлагаю новую жизнь всем, кто оставит свои закрытые пути и примет меня в свое сердце. Я вызываю вокруг вас трансформации, изменения, которые вы, возможно, даже не замечаете, но люди наблюдают. Многие будут завидовать, а другие будут восхищаться вами и выражать свое восхищение. Внутри вас происходит что-то важное. Вы почувствуете себя более активным и счастливым, и люди будут просить вас поделиться своим секретом. Ты скажешь им, что я Господь, автор и творец твоей веры и твоего спасения, единственный, дарующий благо. Ибо в моих руках сила воскрешения. Меня зовут Иисус, и это мое святое и могущественное имя. Теперь закройте глаза, преклоните колени и помолитесь. Примите мое благословение в свое сердце и взывайте со всей своей верой и силой. Христос жив. Вставай и иди вперед с уверенностью в моей воле. Мое прощение реально, и когда твое сердце очистится моей могущественной кровью, двери в вечность откроются. Празднуйте с радостью, ибо это день вашей сверхъестественной победы. Ты победишь гигантов и одержишь победу во всех своих начинаниях во имя моего могучего имени. Должен вас предупредить, ваш долгожданный момент близок. Ваше ожидание подходит к концу. Ваша цель, ваше желание, ваши благословения становятся реальностью прямо сейчас. Приготовьте свое сердце, потому что счастье может быть ошеломляющим, а ваше удивление настолько огромным, что вы можете усомниться, заслуживаете ли вы всего, что я хочу вам дать. Я еще раз обращаюсь к вашему духу, умоляя вас мягко, с терпением и любовью обновить свои мысли. Я знаю, что ты не справишься в одиночку, но я помогу тебе во всем, чего ты не сможешь достичь. Однако вы должны подняться в вере. Возьмите Библию и начните читать ежедневно. Ищите компанию тех, кто вдохновляет вас верить, ободряет вас и помогает вам расти. Я недалеко от твоего сердца, я рядом с твоей кроватью. Ты можешь вставать на колени каждое утро или просто закрыть глаза дома и поговорить со мной. Поделитесь своими чувствами и мыслями. Расскажи мне, каковы твои причины жить. Будьте благодарны, признавайте вещи и людей, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми. Напишите мое слово и поместите его перед глазами в виде коротких стихов, которые вы сможете читать и запоминать не для того, чтобы повторять их бездумно, а для того, чтобы размышлять над ними в своем сердце. Пойми мою любовь и мою силу и научись верить, что я действительно люблю тебя. Я хочу благословить вас. У меня есть замечательный план для тебя и твоей семьи. Настал день получить то, чего вы так долго ждали. Вам больше не нужно будет плакать, терпеть тоску. Их не будет в вашем доме, во всех сферах вашей жизни. Будет мир и изобилие. Я хочу заключить с тобой договор. Я хочу, чтобы вы каждое утро приходили и слушали меня, чтобы принять в свое сердце это слово, которое принесет вам стабильность и покой. С этого момента обновите свой разум, ибо мой визит к вам неизбежен. До конца этого года я наполню вас и вашу семью гармонией, любовью, нежностью и счастьем. Я люблю тебя, я хочу, чтобы ты заявил о своей вере в меня, что ты победишь, и все увидят, что я с тобой. Ваше благословение уже в пути,
и ничто его не остановит. Вскоре вы получите ответ, о ваших нуждах позаботятся, здоровье восстановится, а любимый человек вернется в вашу жизнь. Будьте смелыми, пусть ваша радость начнется сегодня. Вскоре вас начнут искать люди и близкие люди. Я хочу, чтобы они увидели ваше счастливое и помолодевшее лицо, удивились вашей улыбке и стали свидетелями того, что слово сказано, провозглашено изобилие. Я не вру, и то, что обещаю, я сдержу. Всегда помните об этом, чтобы ваш разум не заполнялся тревогой и беспокойством. Я положу конец твоим страданиям, твое время пришло. На горизонте дни счастья и приятных моментов. Цени их, сын мой, дочь моя, и не бойся, не плачь, не отчаивайся. Верь в меня, ведь я твой Бог, говорящий с тобой сегодня. Верь в свою душу, я слышу твой зов, я чувствую биение твоего смиренного сердца. Твоя молитва звучит на моем престоле, и двери моей благодати открываются. Я изливаю на тебя свое благословение и благосклонность. Мое присутствие остается с теми, у кого простое сердце, с теми, у кого сердце смиренное, со всеми, кто призывает мое имя без высокомерия и с пылом. Всегда помните, что вы можете доверять моей силе и верности. Я никогда тебя не брошу, не оставлю и не забуду. На протяжении многих лет, если тебя мучают враги и проблемы, и если ты чувствуешь себя слабым, нуждающимся и больным, я всегда с тобой. Я продолжаю говорить тебе это, чтобы ты не забыл. Я бы хотела, чтобы ты искал меня каждый день, помни мои слова. У меня есть сила освободить тебя, и если я говорю это каждый день, то потому, что действительно хочу. Я хочу, чтобы ты был полон веры, заснул спокойно, проснулся утром с энтузиазмом и уверенностью, что мое обещание нерушимо. Я никогда не брошу тебя, я не лгу. Я люблю тебя навсегда, я благословлю тебя таким, каким он был, таким, какой он есть, и таким, каким он будет. Скажи мне сейчас, ты веришь в это? Желаю услышать в твоих словах твою силу и практическое счастье. Будь старше себя, потому что я люблю тебя и понимаю тебя. Я простил тебя и готов помочь тебе. Так что перестаньте сомневаться в своей ценности. Ты мой, я здесь не для того, чтобы сводить счеты на основании твоих прошлых ошибок. Ибо все уже было стерто и очищено до меня. Ты чист, как снег, моя справедливость сияет над тобой. Хотя в это трудно поверить, но из-за беспокойства вы приняли поспешное решение. Все пошло не так, как планировалось, и вы расстроены. Не бойся, я понимаю, и я здесь не для того, чтобы наказывать или отрицать свою любовь к тебе. Перестаньте винить себя за события в своей жизни. Я знаю, что вы столкнулись с трудностями, и что иногда вы боитесь повторить прошлые ошибки, что только увеличивает ваши страдания. Однако ты должен научиться находить утешение, чувствовать мою поддержку, всегда держать меня за руку, потому что я всегда забочусь о тебе. Я твой защитник, я направлю твои шаги, чтобы избежать падений, но тебе нужно обрести покой, научиться твердо держаться своей веры, даже если она мала, потому что из нее произойдут великие чудеса. Не будьте так строги к себе. Вы уже многому научились на своих ошибках, и ваше мышление меняется. Вы становитесь мудрее. Примите величайший дар, который я один могу дать вам в этом мире,
мое прощение, завернутое в мою любовь и оплаченное великими жертвами. Теперь вы очистились, и я хочу, чтобы вы почувствовали себя свободными. Перестаньте винить себя из-за прошлых событий и упущенных возможностей. У меня есть для тебя кое-что получше, но ты должен в меня поверить. Подтвердите свое принятие моей любви и прощения и обязуйтесь ежедневно слушать мое слово. Ваше будущее не будет повторением вашего прошлого. Я позабочусь о том, чтобы вы не вновь переживали мучившую вас боль. Сейчас настало время залечить раны, которые все еще кровоточат в вашем сердце. Оставьте прошлое позади, помните только выученные уроки, не возвращаясь назад. Доверьтесь мне полностью, с сегодняшнего дня я поведу вас по лучшему пути. Всегда рядом с тобой, ты сможешь поговорить со мной и поделиться со мной своими мыслями и чувствами. Ты можешь выразить себя и пролить слезы на мое плечо, когда твои силы ослабнут. Поверь мне, оставайся в моих объятиях, ведь сейчас ты в безопасном месте. Вам не причинят никакого вреда, потому что тому, кто попытается причинить вам вред, придется иметь дело со мной. В прошлом я вел вас через трудные испытания, вытаскивая из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Не теряйте уверенности в самые трудные минуты, ведь я не брошу вас, особенно сейчас, когда победа близка. Моя любовь к тебе бесконечна, твои враги не смогут тебя тронуть. Ловушки, которые они приготовили для вас, обернутся против них. Я постоянно наблюдаю за тобой. Пройдя через это испытание, вы можете стать сильнее, мудрее и лучше подготовленными к решению проблем своего будущего. Я знаю, что ты морально и физически истощен, тем не менее, продолжайте двигаться вперед. Благодать, исцеление и новые возможности ждут вас и ваших близких. Бог будет сопровождать вас невероятно, но Бог готов осыпать вас множеством благословений. Эта неделя может быть наполнена благословениями, если вы останетесь на связи с Его присутствием и будете следовать Его указаниям. Всегда помните, что я здесь для вас в трудную минуту, будь то радость, печаль или потеря. Я здесь, чтобы принести тебе немного утешения. Найдите в себе внутреннюю смелость, чтобы выстоять в трудные времена. Признайте, что я добрый Бог, не налагающий возмездие. Вместо того, чтобы судить вас, я здесь, чтобы предложить вам сострадание и прощение, чтобы вы могли участвовать в моей вечной жизни. Я послал моего Сына Иисуса Христа умереть на кресте за ваши преступления. Ваша жизнь благословлена Богом невероятно прекрасными возможностями. Вы собираетесь начать совершенно новый сезон. Ноябрь месяц, когда чудеса возможны. Так что, возможно, вы хорошо проведете время. Все необходимые для роскошной ванны, наполненной божественными благословениями. Оставайтесь твердо связанными с Его присутствием и следуйте Его указаниям с непоколебимой верностью. На этой неделе вам будет предложено больше преимуществ, чем когда-либо прежде. Приготовьтесь к эпохе небывалой радости и богатства. Вы получите множество преимуществ, превосходящих ваши самые смелые мечты. Приходите ко мне, и я исцелю ваше разбитое сердце и восстановлю вашу финансовую стабильность. Я здесь, чтобы поддержать вас. Поскольку я знаю, что многие из вас пережили трудные финансовые времена, я проведу вас в период мира. Я приготовил для вас много хорошего,
так что доверьтесь мне и позвольте мне показать вам путь. В последнее время Бог дал вам 7 обещаний. 1. Я буду сопровождать тебя. 2. Я защищу тебя. 3. Ваша энергия может быть. 4. Позвольте мне помочь вам. 5. Позвольте мне сделать вам предложение. 6. Я могу принести спокойствие в вашу жизнь. 7. Я буду обожать тебя во веки веков. О Боже, я выбираю тебя. Я подчиняюсь тебе. Я живое воплощение твоего прощения, и я приглашаю тебя занять свое законное место в моей жизни как моего Спасителя и Господа. Я молюсь этой молитвой во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, Боже, улучшайте свою судьбу и свою жизнь, проявляя свои благословения на вас и ваших близких. В каждой неудаче вы преодолеете ее, и Он исцелит ваши раны. Помните, что Бог постоянно с вами, давая вам электричество и утешение даже во времена печали, и печаль охватывает тебя. Сегодня Бог обещает, что вам не грозит никакая опасность. В ответ на приглашение Иисуса ваше здоровье, ваше время, ваши мысли и ваши близкие будут расти. Люди могут упомянуть ваш номер, даже если вы никогда там не были. На этих выходных я собираюсь привнести в вашу жизнь что-то исключительное. Так как я уже на работе, можете успокоиться. В конце концов, я сделаю так, что все ваши неудачи благословят ваших близких и залечат все раны, которые вы несете. Даже сам сатана не сможет увидеть дверь, которую я собираюсь открыть. Ты всегда в моих мыслях. Ваши молитвы были услышаны, и ваши слезы были видны. Этот подарок изменит вашу жизнь, так что будьте готовы. Будьте уверены в своих утверждениях. Деньги и новый дом, прорыв, прекрасное здоровье, финансовая независимость и настоящая любовь уже в пути, если вы верите в Сына. Ты будешь жить вечно, а кто ослушается Сына, не увидит жизни, но гнев Божий останется на нем. Иисус обещал, что у вас будет достаточно денег, поскольку Вселенная сейчас работает для вашего блага. Только Иисус Христос может открыть дверь к Отцу. Он обещает придать вам сил, даже когда вам хочется сдаться, подбодрить, когда вам грустно, указать на правильный путь, когда кажется, что выхода нет, и вооружить вас необходимыми знаниями, чтобы принять правильный путь. Направление. Решение. Однако вы должны попросить меня о помощи. Поэтому перестаньте ни о чем беспокоиться. Вместо этого сосредоточьтесь на Боге и наслаждайтесь днем, который Он вам подарил. Воистину, Его любовь и доброта всегда будут с вами, и вы всегда будете жить в Его доме. Все, чего вы когда-либо хотели, происходит в идеальное время, и Вселенная настроена на то, чтобы это произошло. Вы вступаете в сезон изобилия любви и природных ресурсов. Господь сказал: «Я удержу тебя от падения от меча, но ты спасешься своей жизнью, потому что ты согласен со мной, Отец». В ответ на молитву Иисуса ты – Бог безграничных чудес. Пожалуйста, будьте добры ко мне и укрепите меня в это трудное время. Господь, могучий Спаситель, который радуется тебе, больше не будет наказывать тебя, но будет радоваться твоим песням хвалы. И все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог решил, что тот, кто это проанализирует, станет миллионером в ближайшие 3 месяца.
И я говорю вам, что небеса не успокоятся, пока вы не будете безмерно благословлены. Я требую, чтобы все ваши проблемы и трудности были удалены из вашей жизни по повелению Иисуса Христа. Бог сказал: «Скажи, воззови ко мне сегодня, и я исцелю твою болезнь и открою тебе великие и могущественные вещи, которых ты не знаешь». Он сейчас отправляет деньги домой, так что подумай о нем. Возможно, через несколько часов вы будете улыбаться. Пусть сейчас полночь, но у меня есть чудо, к которому ты можешь призвать. Господь знает о ваших молитвах и ответах, и я делаю больше, чем это. Не позволяйте ни одному дню пройти без того, чтобы не поблагодарить Бога за чудо, которое станет вашим первым пробуждением. Дорогой Бог, я хочу выразить свою благодарность за все, что Ты сделал в моей жизни. Ваша милость стала огромным благословением для моего образа жизни. Ты сейчас в печали, но я увижу тебя снова, и твое сердце отрадуется, и никто не отнимет твоей радости. Иисус добавил, что молитва приведет вас в нужную область, к нужным людям и к правильным возможностям. Бог меняет вашу ситуацию. Он благословит вас и вашу семью. Он залечит твои раны. Внезапно вы встретите нужных людей. Ваше здоровье улучшится. Двери, которые кажутся закрытыми, могут открыться. Ваши молитвы могут быть услышаны. Несмотря на все, что кажется невозможным, я найду способ. Я исцелю тебя и восстановлю тебя. Время от времени вы можете чувствовать себя непонятым, забытым или игнорируемым, но я понимаю вас и никогда не буду игнорировать. Ты уникален для меня, и я всегда буду любить тебя. Всего за несколько минут я могу изменить вашу жизнь. Молись мне, проси моей помощи, если попросишь совета, и я дам его тебе. Я на твоей стороне. Поймите это, я выиграю во всех отношениях, финансово, психологически, духовно, эмоционально и физически. Вера – это когда вы благодарите Бога посреди бури, думаете о Нем в долине и следуете за Ним посреди темной ночи. Не беспокойтесь ни о чем. Вместо этого молитесь обо всем. Ваши самые продуктивные и благополучные дни уже почти наступили. Вы ценны, потому что Бог создал вас. Вы прекрасны, потому что Бог умер за вас. Скажите Богу, чего вы хотите, и поблагодарите Его за все, что Он сделал. Ваши заботы будут заменены религией. Я проведу тебя в трудные времена. Я всегда буду здесь для тебя. Дорогой Бог, открой все двери моему образу жизни и приблизись к тем, кто хочет быть рядом. Ты истинный и идеальный, и мне повезло называть тебя своим Богом. Бог заботится о вас. Ты в безопасности. Бог с вами. Ты больше не одинок, дорогой ребенок. Ты сможешь освободиться от всех своих забот и стресса, ведь это будет последняя ночь, когда ты плачешь. Наш Бог могущественный, сильнее всего, с чем я сталкиваюсь сейчас. Как сказал Иисус, «Я есть хлеб жизни». Это укрепит ваши слабые места, исцелит ваши недуги и обновит вашу любовь и спокойствие во всем вашем существе. Те, кто ищет меня, никогда не будут голодать, а те, кто верит в меня, никогда не будут жаждать. Поместите Бога, подобного мне, в пустоту. Слушай внимательно, мой дорогой. Я рад всем вашим достижениям.
В эти выходные вы испытаете такое удовольствие, что окружающих переполнит радость и вера. С этого момента вы совершаете прорыв, и чудеса становятся регулярной частью вашей жизни. Если ты помолишься мне и о чем-нибудь попросишь, я, вероятно, удовлетворю твою просьбу. Ваше возвращение состоится в ноябре 2024 года. Ваше здоровье, ваши отношения и ваш бюджет будут восстановлены моей рукой. Ваши мечты очень скоро сбудутся. Оставайтесь сильными и не бойтесь, ибо ваш Бог собирается наказать тех, кто противостоит вам. Он собирается положить этому конец. Поднимитесь на новые высоты, и в вашей личной жизни любовь исцеляет вас физически и наполняет чистой энергией. Я буду защищать вас. Ты не погибнешь от меча, но спасешься своей жизнью. Бог еще раз сказал: вы свободны смеяться, доверять и любить. Иногда Бог тянет вас назад, пока путь не станет безопасным, обещая вернуть все, что у вас украли противник и дьявол. Если ты молишься перед сном, когда просыпаешься, когда жизнь тяжела, когда вы удовлетворены, а если вы сбиты с толку, Бог найдет способ. Так что будьте довольны всем, что у вас есть, потому что то, что предназначено вам, не ускользнет от вас. Поскольку поклонение становится вашей второй натурой, чудеса становятся вашим образом жизни. Заявите это с убежденностью: мое богатство безгранично, мой доход продолжает увеличиваться, и деньги приходят ко мне без усилий. Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то Бог так любит мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Боль, которую вы чувствуете, ничто по сравнению с приходящей радостью. Мы знаем, что Бог творит все вместе ради блага тех, кто любит Его и кто, как известно, соответствует Его мотивам. Я разделил Красное море. Разве ты не веришь, что я спасу тебя от этой проблемы, в которой ты находишься? Вы скоро получите здоровье, богатство, любовь и внутренний мир, о которых молились. Все сферы вашей жизни процветают с необычайной силой, и вы привлекаете туда настоящую любовь. Среди врагов твоих я благословлю тебя, восстановлю тебя и искуплю тебя открыто. Возможно, вы втайне грешили, плакали и задавались вопросом, почему, но теперь вы почувствуете больше радости, чем когда-либо. По словам Господа, как бы плохо ни обстояло дело, ты всегда должен помнить, что Господь, твой Бог, это тот, кто будет сопровождать тебя в борьбе с твоими врагами и обеспечит твое торжество. Я хочу выразить свою благодарность тебе, Небесный Отец, за этот необыкновенный день и необыкновенную жизнь, которую ты мне подарил. Мне повезло быть объектом твоей любви, моя дорогая, по милости Божией. Аминь. Провозглашайте это со властью во имя Иисуса. Я отказываюсь беспокоиться о проблемах мира. Моя жизнь будет отражать Божью заботу. Дорогой Бог, пожалуйста, научи меня использовать правильные слова в правильном контексте и правильным тоном, чтобы я тоже мог жить в довольстве и радости. Вооружитесь осознанием того, что вы здесь ненадолго. Вы собираетесь ощутить огромные преимущества и прорывы. Короче говоря, я тебя обожаю. Невероятные блага, чудесные изменения и революционные открытия будут доступны вам в течение следующих 3 дней. Следующее преимущество, которое вы получите, может оказаться сюрпризом.
раньше я был тем, кто слушал, пока ты молился. Моя доброта достигнет тебя в кратчайшие сроки. Финансовые ограничения, стоящие на вашем пути, невозможно остановить ничем. Вооружитесь своими сильными сторонами и чудесными способностями. С Божьей помощью, возможно, на следующий день вам удастся накопить состояние, так что выспитесь как следует. В 2024 году вы будете богаты, слава Богу. Не бойтесь. Бог искупит вашу ситуацию и вознаградит вас, даже если ваши противники будут смотреть на это. Пусть 2020 год станет годом спокойствия, удачи, оптимизма и точных данных. Будьте уверены, Бог через человека пошлет вам чудесный дар, который решит все ваши финансовые проблемы в ближайшие 3 дня. Если вы попросите Бога, Он отвезет вас в место, где никто из вашей семьи никогда раньше не был. Возможности были созданы им. Кроме того, демонстрируйте фаворитизм, как если бы он был невидимым. Следующие 6 месяцев будут фантастическими. Вас ждет больше благ и чудес, чем вы когда-либо могли себе представить. В одно мгновение я избавлю вас от всех ваших забот, страхов, давления и боли. И тогда я наполню твою жизнь своей любовью, своим исцелением, своим спокойствием и своими благословениями. Господь, твой Бог, может сделать все, что ты можешь себе представить, даже если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Верьте в Него, и вы увидите, как Его рука действует в вашей жизни. Я верю в тебя. Я наблюдаю за каждым твоим движением с того момента, как ты закрываешь глаза, чтобы заснуть, до момента, когда ты просыпаешься. Мои небесные существа окружают вас, готовые защитить вашу жизнь и целостность, позволяя вам преодолеть любую угрозу, которая может возникнуть. Никакая опасность не достигнет вас. Теперь ищите моего руководства и слов, которые я предлагаю вам. Пришло время ежедневно поститься и простираться передо мной, ища моего благословения для защиты моей безопасности. Я буду вмешиваться в жизнь тех, кто противостоит вам, вселяя в них раскаяние и отговаривая их от причинения вам вреда снова. Они поймут, что высмеивать мое имя дело непростое, и осознают серьезность веры. Они увидят, что ваше доверие ко мне представляет собой силу, честь, честность и истину. Многие, в том числе и вы, начнут более глубоко задумываться о своей духовной жизни, идя по этому пути. Делайте это со смирением, направляя взор свой к небосводу. Не беспокойтесь о тех, кто пытался вас унизить. Я держу тебя на руках, следя за тем, чтобы ты не споткнулся и не упал на препятствия на своем пути. Оставайтесь твердыми и не бойтесь угроз или насмешек со стороны других, поскольку обращение к ним внимания может непреднамеренно вызвать страх, и они могут почувствовать в вас слабость. Они попытаются свергнуть вас, но их усилия будут напрасны, поскольку им придется предстать передо мной, и они будут разоблачены как трусы, когда их злонамеренные намерения будут освещены моим славным светом. Сохраняйте непоколебимую веру, приверженность честности и истине, потому что победа уже в пределах вашей досягаемости. Живите в мире, зная, что никакой вред или зло не может приблизиться к вам или вашей семье. Продолжайте свое существование в полном мире, больше не беспокоясь об этих людях. Держись моей любви, и зло не приблизится к тебе.
Примите этот день с радостью и передайте все свои заботы в мои руки. Мой легион сияющих небесных существ будет с вами на каждом вашем шагу, и моя любовь к вам никогда не перестанет сиять. Если ты действительно в это веришь, дорогой сынок, дорогая дочь, поделитесь своим убеждением в комментариях. Теперь, любимый сын, любимая дочь, я приглашаю тебя присоединиться ко мне в молитве, читая вместе «Отче наш», эту молитву, которой я поделился с тобой сердцем, полным веры и преданности. Повторяйте за мной вслух или мысленно: «Отец наш Небесный, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш дай нам на сей день. День, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. Не введи нас в искушение и избавь нас от зла. Аминь. Убедитесь, что эта молитва актуальна, поставив лайк видео и поделившись сердечным «Аминь» в комментариях ниже. А мой благословенный сын, моя благословенная дочь, какая радость разделить эти минуты общения с тобой. Я уверен, что вы чувствуете себя обновленным. И если вы знаете кого-нибудь, кому нужно услышать эти слова, станьте для меня мостом и поделитесь с ними этим видео. Часто это послание именно то, что ей нужно, чтобы осознать, насколько она близка к получению благословений, которые я приготовил для нее. А если вы еще не подписаны на канал, присоединяйтесь к этому невероятному сообществу на YouTube. Помогите нам распространить Слово Божье среди все большего и большего числа людей. Аминь. Если вы пожелаете побыть еще немного в моем присутствии, я буду чрезвычайно благодарен. Просто нажмите на видео, которое теперь появится на вашем экране. Я рассчитываю на вас и надеюсь увидеть вас там.